Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 31 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Сегодня будем смотреть на цыганском оракуле и подсказывать из цыганской колоды. Так, это у нас карта дня. Это что будет помогать. Это что будет мешать. Достанем карты на отношения, карты на работу, карты на финансы, здоровье и итог дня. Итак, у нас карта разговор выпадает как карта дня, да, и здесь как бы такое количество заинтересованных людей изображено на карте, да, скорее всего будет действительно день какой-то важной информации. Может быть действительно какое-то обсуждение семейное, да, каких-то важных вопросов, принятие каких-то решений. Или может быть здесь как бы предварительно вы будете общаться по каким-нибудь сделкам, договорам и так далее. То есть карта, когда мы можем через беседу решить какой-то важный вопрос. А также это карта встреч, свиданий, дружбы, в общем, разного рода контакты, может быть, праздники, выезды на природу, может быть, еще какие-то здесь ситуации, связанные с общением, со знакомством. Так, у нас тут ветер. Так, сейчас я закрою. Так, теперь что будет помогать? Будет помогать карта сюрприз. Это значит, что, может быть, для того, чтобы решить какой-то важный вопрос, или, может быть, познакомиться с нужными людьми, или, может быть, заключить сделку какую-то важную, у нас появятся нужные люди, нужные обстоятельства, совершенно неожиданно, да, вот именно то, что нам нужно, именно то, к чему мы стремились. Что будет нам мешать? Будет мешать карта ожидания. То есть не нужно цепляться, не нужно надеяться на что-то, да, нужно быть открытыми к переменам и, знаете, точно понимать, чего вы хотите в итоге, да, а пути для этого разные себе разрешить использовать. Также вот это я для пояснения вытащила карту Джокер. Будет мешать, может быть, слишком завышенное ожидание какое-то, что придут какие-то люди и все решат, придет какая-то ситуация и само все разрешится. Вот это вот будет вредно. Для отношений выпадает у нас, для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта у нас высокомерие, да, карта такой жар птицы. Она говорит о том, что у нас сегодня может быть возможность познакомиться, но мы можем не оценить, да, этого человека. Нам может он показаться там неподходящим, да, может быть ниже нас по статусу или еще что-то такое. Либо мы просто из внутреннего какого-то стеснения, допустим, поведем себя как-то высокомерно, да, и этим можем как бы отвернуть человека от себя. То есть сегодня нужно стараться быть дружелюбными, да, вот по этой карте, по первой. Тогда встреча может состояться и действительно может быть очень даже хороший результат. Да, четверка трефовая. Смотрите, ваша жизнь может полностью измениться. А теперь, что ждет тех, у кого уже есть пара? Здесь карта ребенка выпадает. А это значит, либо вы занимаетесь как-то делами семейными вместе с детьми, если они у вас есть, либо у вас может быть какое-то очень важное известие о том, что касается вот вас двоих, да, это не обязательно ребенок может быть, это может быть любая абсолютно новость, которая меняет вашу жизнь, меняет ваши отношения. А может быть и правда это будет известие о ребенке, или для кого-то рождение ребенка, или может быть день рождения у какого-нибудь члена семьи, это вполне возможно. Давайте дополнительную карту достанем. Пятерка червовая. Карта говорит о том, что сегодня будут какие-то перемены в чувствах у вас. Может быть,
какие-то ситуации вот происходят, да, и вы понимаете, что вы там любите своего партнера, может быть, у вас была ссора, если вы помиритесь, если было охлаждение чувств, то вот они могут вспыхнуть с новой силой, то есть пятерки это всегда что-то новое, переход на более высокую ступень, вот здесь именно в чувствах, да. Может быть, какое-то событие, допустим, ну, тоже известие о ребенке может вот так вот повлиять. Или вообще любое известие о том, что ваша жизнь меняется. Для тех, кто в ссоре, здесь карта друг выпадает. То есть через друзей, скорее всего, можно помириться, да, не напрямую. Но, конечно, тут нужно быть осторожными, чтобы это был действительно человек-друг, да, чтобы он не помешал вам в примирении. Четверка червовая. Да, человек, которому вы можете доверять. Для работы выпадает тем, кто в поиске работы, карта собака. Опять же, поиск через друзей, через близких людей, через тех, кто хочет вам помочь. То есть нужно обязательно привлекать к этому, к поиску работы, нужно привлекать своих знакомых, близких и так далее. Также эта карта может говорить о том, что нужно на некоторое время забыть о своих заботах и провести его с друзьями. Девятка пиковая, да, нужно почувствовать какую-то опору в близких людях, какую-то стабильность, которой вам не хватало, да, может быть, вы переживаете очень, начали сомневаться, что вообще найдете, да, и вот вам нужно просто поговорить с близкими людьми, чтобы они снова в вас уверенность вот эту, как сказать, возродили. Для тех, кто имеет работу, здесь карта утешения выпадает, да, то есть какие-то возможности открываются, какие-то проблемы решаются, связанные с работой, но либо вот тоже отдых, когда мы можем также как бы пользоваться дружеским расположением наших близких, да, для того, чтобы какие-то сложности, может быть, разрешить, или, может быть, просто рассказать о том, как нам сложно, трудно, да, просто чтобы стало легче. Но в любом случае здесь вот какие-то могут быть очень приятные изменения, да, связанные с работой. Если вы работаете именно сегодня, если нет, то значит это просто общение с близкими, оно дает вам возможность как-то отдохнуть душой. А для тех, у кого свое дело, карта деньги. То есть здесь у вас, наоборот, может быть какой-то очень активный день, когда вы зарабатываете, да, когда большое количество людей, большое количество клиентов, может быть какая-то важная сделка, договоренность и так далее. Для финансов, да, у нас карты. Для тех, кто на зарплате, выпадает карта женщина, да, то есть каким-то образом здесь деньги приходят вам через женщин. Это может быть мамы, бабушки и так далее, да, или может быть это карта трат на то, что любят женщины, да, это одежда, косметика, какие-то подарки, цветы, вот что-то такое приятное, или на отдых, на развлечения, на какие-то траты. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта комната. Возможно, вам придется сегодня зарабатывать и некогда заниматься семьей, может быть, да, может быть, вы в 4 стенах находитесь, потому что у вас очень много дел. Либо, наоборот, вы можете сегодня быть дома и из дома, может быть, решать какие-то вопросы свои. Давайте дополнительную карту достанем. Восьмерка червовая. Все-таки это семейные какие-то дела, ну, либо траты на семью здесь, да. Допустим, зарабатываете, тут же тратите. Теперь здоровье. В здоровье у нас выпадает карта надежда. Карта говорит о том, что могут быть какие-то сложности действительно с самочувствием, со здоровьем, но вот благодаря тому, что есть такой правильный настрой, организм все-таки не поддается, да, ну и так как все-таки здесь намек на то, что проблемы есть, очень хорошо было бы отдохнуть, расслабиться, пообщаться с близкими. Это тоже для здоровья очень важно. Дополнительную карту достану. Пятерка трефовая. Знаете, может быть, для кого-то это даже вот, знаете, такая борьба между здоровьем и нездоровьем, да, когда какое-то такое состояние, вроде бы и не болею, и
что-то не так, недомогание какое-то, да. Все-таки нужно уделить внимание своему здоровью. Что тут лучше сделать? Четверка трефовая. Но здесь, скорее всего, нужно убрать какие-то вредные привычки и убрать, может быть, думы о работе, о деньгах, да, вот переключиться. Это очень важно для отдыха. И по итогу дня у нас карта солдат. Карта солдат обычно показывает, что мы либо защищаем кого-то, либо нас защищают. Да? Может быть, будет такая ситуация, когда потребуется именно там вступиться за кого-то, сказать слово, в общем, как-то оградить либо себя, либо близких людей от каких-то, может быть, грубостей, колкостей, да, или еще от чего-то такого, что может нам повредить. То есть, когда мы о себе заботимся, когда мы заботимся о близких, вот это вот ощущение в конце дня, что я сделал все, что мог, да, вот это, в принципе, хорошо. Давайте еще одну карту достану. Тройка пиковая. Ну, здесь карта говорит о том, что именно на словах придется здесь защищаться, да, либо, может быть, себя придется защищать, свое какое-то право на свободу, на какую-то, да, или, может быть, придется от других людей защищать, может быть, своих близких, да. Но здесь вот именно словами мы либо говорим, либо пишем. Вот именно так защита происходит. Это не физическое какое-то действие. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.